очень много мифов и просто каких-то легенд про празднование Дня ВДВ. Дело в том, что в Москве, когда я в Москве, я всегда начинаю этот праздничный день для моих сослуживцев с того, что мы возлагаем цветы и венки памятнику десантникам 6-й роты на Суворовской площади в Москве. А потом идет богослужение на Ильинке, и это прямо на лобном месте, потому что там Ильин день, 2 августа, и покровитель Илья считается покровитель воздушно-десантных войск. Дальше там обычно идут показатели выступления либо на ВДНХ, либо в Кубинке, где 45-й полк развед. Полк стоит, я обычно всегда туда приезжал. А вот с чем я столкнулся, я, например, еду по городу, я всегда в этот день, у меня на служебной машине флаг ВДВ, я с ним езжу, и вижу, идут десантники, в тельняшку, по крайней мере. Но смотрю, какой-то вид у них, мягко говоря, странный. Более того, вроде там на ком-то берет, на ком-то нет. Я выхожу, начинаю разговаривать. Если сейчас служил, всегда поздравляешь там с праздником, с Днем ВДВ, там, слава ВДВ, и сразу обменишься, откуда, где служил. И сразу человек, который служил, называет дивизию, там, я 104-я гвардейская дивизия, там, 337-й гвардейский полк. И сразу, там пауза, и начинает какую-то, или, например, мы же знаем вообще, любой десантник знает, в советское время было 7 дивизий, сейчас там бригада, Ивановская там появилась, Ульяновская, куда моя бывшая дивизия переехала. И вдруг они сейчас сказки говорят, слушайте, я говорю, а как вам вообще не стыдно, с какого перепуга вообще, то есть они не служили. Они вообще никакого отношения не имеют к десанту, а надели тельняшку и идут. Поэтому очень много здесь неправда. И я вас уверяю, что дисциплинированная часть намного больше недисциплинированной части десантников. И никто, конечно, в никаких фонтанах не купается. Нормально проводим, отмечаем этот праздник. А в этом году так получилось, что весь день ВДВ я провел в воздухе на пути в замечательный город Якутск. Потому что я летел как раз из Москвы. И десантнику самое место встречать праздник там в небе. Так что так.